Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 6-го избирательного округа Дмитрий Маршани. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день, Щазина. Традиционный вопрос: почему вы хотите стать депутатом Народного собрания, чем вас привлекает законотворческая деятельность? Спасибо, Щазина. Избравшись в Сухумское городское собрание, удалось решить много локальных проблем. Но, к сожалению, для решения многих проблем, которые происходят у нас на территории города и в республике, нужно больше полномочий. И прежде всего я был одним из инициаторов поправок к закону об административно-территориальных единицах. И прежде всего не хватало законодательной инициативы. Мы много раз обращались к субъектам законодательной инициативы, к президенту, к депутатам Народного собрания, но, к сожалению, как говорится, воз и не там. И это, конечно, возможность влиять на многие политические вопросы в нашей стране и озвучивать, прежде всего, свои идеи. Вопрос, который активно обсуждается в нашем обществе – реформа Конституции. Хотелось бы услышать ваше мнение. Наша Конституция была принята в 1994 году. В то время она отвечала на те вызовы, которые были у нас в обществе. Принималась она в тяжелых условиях, послевоенных условиях. И тогда вся власть должна была быть сконцентрирована у президента. Но уже прошло почти 30 лет. И вызовы изменились, как внутренние, так и внешние. И, конечно же, нужно идти в ногу со временем. На сегодняшний день, как мне кажется, существует некий дисбаланс у нас в системе. И любой дисбаланс приводит к напряжению. Прежде всего, это касается взаимодействия законодательной власти и исполнительной власти. На сегодняшний день распорядителем всех финансовых средств является исполнительная власть. Значит, у законодательной власти должны быть функции контроля и увеличения полномочий в том числе. Прежде всего, это утверждение премьер-министра, утверждение министров социально-экономического блока, где министры приходили со своей программой. Зачастую на практике у нас назначаются те или иные министры, потом их освобождают от должности, и никто нам не объясняет, по какой причине это было сделано. И если министры будут приходить в парламент, рассказывать о своей программе, убеждать парламентариев, что они достойны, чтобы представлять свой народ, мне кажется, это будет очень полезно. Зачастую у нас в парламенте диаметрально противоположные взгляды на многие вопросы, которые стоят. И это заставит коллег, парламентариев договариваться между собой. И прежде всего должны быть реальные функции контроля со стороны парламента. Это обязательно должен быть ежеквартальный отчет всех министров. Должны быть реальные рычаги контроля, когда законодательная власть может контролировать исполнительную. Конечно, нет идеальной системы. Все системы находятся в трансформации, в постоянной трансформации. И поэтому, конечно, нужно стремиться к более качественной системе, которая будет отвечать на все вызовы времени, которые у нас есть. И вообще вертикаль власти, о которой многие у нас пекутся, она должна становиться все более горизонтальной, все более сетевой. В последнее время также очень активно обсуждается в обществе вопрос о возможности отзыва депутата избирателями. Что вы думаете по этому поводу? Этот вопрос у нас встает в преддверии выборов. Всегда, и он очень актуален в преддверии выборов, но после выборов этот вопрос благополучно забывается. Я не помню, чтобы кто-то из депутатов поднимал этот вопрос, находясь в парламенте. Да, конечно, это очень красиво звучит, что избиратель имеет возможность отозвать депутата, но прежде всего мы боремся со следствием, не с причиной. Этого депутата мы сами выбираем. И прежде всего вопрос стоит в фильтрах, да? И главный фильтр в этом плане — это наш народ, наши избиратели. Конечно, есть у нас, можно добавить фильтры касаемо образования, касаемо возраста. Да? Вообще в мировой практике при мажоритарной системе практически не существует отзыва депутата. Конечно, если мы перейдем к партийной системе, тогда уже там есть механизм отзыва депутата при партийной системе. При мажоритарной системе такого механизма распространенного в мире нету. Конечно, прежде всего нужно говорить о выборной культуре, чтобы мы выбирали того человека. Это зависит прежде всего и от качества. Вопрос качества депутатов. Если депутаты работали качественно, их работа устраивала наш народ, наших избирателей, этот вопрос не поднимался бы. Нужно выбирать тех людей, которые смогут достойно представить свой народ и которые смогут достойно представлять интересы народа.
А что вы думаете по поводу депутатской неприкосновенности? Ну, по поводу депутатской неприкосновенности, тоже у нас именно во время выборов, да, это тоже зависит от качества депутата в первую очередь. Но мне кажется, прежде всего, это иммунитет. Также в отзыве депутата, да, есть определенные риски. Прежде всего, это проигравший кандидат, который постоянно в течение 5 лет будет преследовать своего оппонента. Есть такой риск, что он может собрать свой электорат и требовать отзыва депутата. И депутат постоянно будет все 5 лет заниматься не своими прямыми обязанностями, законотворчеством, а постоянно противостоять своим оппонентам. Конечно, у нас есть механизм. В случае, если депутат нарушил действующее законодательство, он должен отвечать по закону. С него должны снять неприкосновенность его коллеги, и он должен отвечать перед законом. Вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам звучит практически во всех предвыборных беседах. Обществу интересна позиция кандидата в этом вопросе. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, Зина, я противник продажи недвижимости иностранцев, и существует несколько факторов для меня наиболее важных. Первый фактор – это угроза национальной безопасности. Если мы откроем беспрепятственно рынок продажи жилья, то есть угроза, что люди, которые принимали участие в войне против нас, они смогут беспрепятственно покупать жилье на территории Абхазии, да, с паспортом иностранного государства. Также есть второй фактор. Это, прежде всего, у нас нет учета жилья на территории Абхазии. Мы не знаем, сколько у нас жилья, не знаем, сколько у нас частных домов, не знаем, сколько многоквартирных домов. И поэтому пока, конечно, рано рассматривать этот вопрос, на мой взгляд. Помимо этого существует фактор неконкурентоспособности нашего населения. На сегодняшний день в городе у нас стоит на очереди за жильем около 2000 человек. И на сегодняшний день вы знаете, то, что цены на стройматериалы повышаются, то, что сегодня, да, уже в новостройках квадратный метр стоит 60-70 тысяч. Если мы откроем сегодня рынок жилья, цена может вырасти в 2, в 1,5, даже, может быть, и в 3 раза. И наше население станет неконкурентоспособным. И поэтому мне кажется, что вопрос продажи жилья, он не актуален на данный момент. Я являюсь противником продажи жилья иностранцам. Также у нашего народа, да, помимо этого, есть историческая память. Когда в советское время в Абхазской ССР на территории Абхазии жило 17% населения. И многие увязывают продажу жилья иностранцам с инвестициями. Но это не так. Ныне действующий закон позволяет инвесторам, которые хотят вложить капитал в Абхазию, ничего им не мешает, да, вложить капитал по действующему законодательству. Так что не стоит привязывать продажу жилья недвижимости иностранцам с инвестициями. И, конечно же, ваше мнение по поводу предполагаемой добычи нефти в нашей стране. Этот вопрос вызывает серьезные опасения в нашем обществе. По нашей Конституции земля и все недра принадлежат народу Абхазии. И, конечно, если главным бенефициаром добычи нефти был бы абхазский народ, и все блага от добычи распределялись бы справедливо на всех граждан Абхазии, и были бы минимизированы все экологические риски, конечно, никто не был бы против, наверное, добычи нефти. Но в сегодняшней ситуации об этом говорить, конечно, рано. Потому что у нас очень много вопросов на этот счет и очень мало информации. Разведка нефти на территории Абхазии началась еще в советское время, в 1956 году. До сих пор мы не имеем информации о количестве нефти, о ее структуре, о качестве. Помимо этого, также очень много рисков. Прежде всего, конечно, это экологический риск. Как повлияет добыча нефти на нашу экологию, на нашу уникальную природу. Также в состоянии признанности нам тяжело будет защищать наши интересы. Когда говорят о добыче нефти, приводят пример страны Ближнего Востока, когда добыча нефти дала им определенный толчок в экономической, в социальной сфере. Но можно сказать и о других негативных примерах. Это прежде всего опыт Нигерии. Нигерия вообще является одной из самых богатых стран по природным ресурсам. Она находится на 8-м месте по добыче нефти в мире. Но, к сожалению, вы знаете, в каком состоянии находится эта страна, и она одна из беднейших стран. Это тоже вопрос справедливого распределения ресурсов. Насколько мы готовы к этому. И поэтому, если взять нынешнюю нашу ситуацию, нужно говорить о других направлениях. Прежде всего, это сохранение нашей уникальной природы, развитие других направлений.
туристического направления и других направлений экономики. Дмитрий Александрович, спасибо вам за беседу. Спасибо, Сесиль. Мы желаем вам удачи. Спасибо. А я напоминаю, что в студии Абхазского телевидения был кандидат в депутаты от 6-го избирательного округа Дмитрий Маршани.